Тесное взаимодействие. В Санкт-Петербурге подписано соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Ингушетией и Белоруссией. Последняя задвижка устанавливает кольца дополнительные, обратный клапан, чтобы в случае чего сброс воды на нижней части вот возле моста. Прокладка водопровода, бурение скважин и строительство резервуаров Плиева и Гамурзиева. О переменах в выпуске. Первая смена у нас квота 80 человек, вторая смена у нас квота 65 и третья смена 95. Итого в общем 240 человек. Форум «Машук» все ближе, проекты готовы. Участники от Ингушетии прошли отборочный этап в региональном Минобре. Какие идеи у ребят на этот раз? По итогам 6 месяцев на территории Республики Ингушетия зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых 24 человека погибло и 106 получили ранения разной степени тяжести. Превышение скорости, выезд на встречку и езда в пьяном виде. Куда мы спешим и почему игнорируются правила? Расскажем о ситуации на дорогах республики. Планируется создание и модернизация футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Для активной и здоровой молодежи по нацпроекту «Спорт. Норма жизни» в Насыркорте строится трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. На канале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. На 6-м форуме регионов России и Белоруссии, который завершился накануне в Санкт-Петербурге, правительства Ингушетии и Республики Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Подпись под документом поставили премьер-министр Ингушетии Зелимхан Евлоев и заместитель председателя правительства Белоруссии Игорь Петришенко. Соглашение предусматривает взаимодействие между сторонами по таким направлениям, как промышленность, энергетика, строительство, спорт и туризм. Кроме того, документ направлен на тесное взаимодействие в сфере здравоохранения, образования, научно-технической и инновационной деятельности, культуры и искусств, транспортного, городского и сельского хозяйства, а также развитие сотрудничества между муниципальными образованиями Ингушетии и административно-территориальными единицами Республики Беларусь. Зелимхан Евлоев отметил, что оба региона в пределах своих полномочий будут создавать необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес. Напомню, что форум регионов России и Беларуси направлен на развитие межрегиональных связей и формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Белоруссии. Прокладка нового водопровода, бурение скважин и строительство резервуаров. Проблема отсутствия воды для жителей населенных пунктов Плиева и Гамурзиева постепенно сводится на нет. Строительные работы по замене ветхих труб сейчас в самом разгаре. Решение проблемы с подачей жизненно важного ресурса в селении стало возможным в своем большинстве благодаря поддержке Роснефти. Когда ждать перемен, расскажет Жердат Халухоева. С каждой новой присоединенной трубой проблемы жителей Плиева с водоснабжением сходят на нет. Именно здесь, в Гамурзиево, закручивают последние болты, чтобы раз и навсегда решить десятилетнюю проблему с некачественной подачей воды в селе. Последняя задвижка устанавливает кольца дополнительные, обратный клапан, чтобы в случае чего сброс воды на нижней части вот возле моста. 15 километров водопровода прокладывают с применением самых последних технологий. Полиэтиленовые трубы толщиной в 4 сантиметра способны будут выдержать самый сильный напор и любые погодные капризы. Так что жителям больше не придется сталкиваться с перебоями и нехваткой живительной влаги еще десятки лет. Этих улучшений не первый год ждет и Фатима Галаева. Отсутствие воды бьет не только по нервам, но и по карману. Воду приходится покупать. Надо помыть посуду. Дети, в каждом дворе очень много детей, у каждого. В каждом дворе. Вот кран постоянно, воды нету. Постирать, домохозяйка, все что угодно может сделать с этой водой. Мы постоянно администрацию тревожим из-за этой воды. Было бы хорошо, если эта вода была бы у нас всегда. Мы были бы только очень рады этому.
Запуском нового водопровода вода потечет из крана в домах каждого из жителей села. Полностью закрыть вопрос должна водонасосная станция, возведенная на территории водозабора Магалской магистрали. Здесь же пробурили 6 скважин. Если сейчас жители Плиева получают около 2000 кубометров воды в час, то уже скоро эта цифра увеличится в разы. Сейчас идут подготовительные работы по анализу воды. Сейчас мы после прокачки будем лабораторное исследование проводить вузами санэпидстанции. После проверки качества воды будем подавать в Плиево. Есть указание главы республики, как можно к 25 числу завершить подачу воды. Вот мы над этим работаем. За решение проблемы взялись еще год назад. В рамках договоренности с Роснефтью пробурили 19 водозаборных скважин. Построены новые резервуары для хранения воды. Установлены дополнительные насосы. Помимо этого мы проложили Вежери-Юрт воду более 6,5 километров, 8,5 километров Аршты, Гамурзиева, Джайрах 3 километра. Это всего полностью 43 километра водопровода по программе Роснефть в этом году. На данный участок это мы протянули 7 километров водопровода. Здесь мы врезаемся в Плиевскую магистраль. И дальше продолжение идет с Барсуки продолжение. Это уже готово. Магистраль полностью заполнен водой. Идет подача там дальше. Дополнительные резервуары, частичная замена ветхих сетей, создание технических условий для водозаборных станций и новой системы водоотдачи. Все это достигнуто благодаря реализации федеральной целевой программы в регионе. Но все это безрезультатно перед давно изжившими свой век линиями, о чем представители водоканала напоминают в который раз. Там стоят задвижки, они будут регулировать, они должны регулировать свою воду, потому что если мы дадим давление, там все трубы будут лопаться. И так они лопаются сегодня. На сегодняшний каждый день у них по 10, по 20 порывов бывает. 15, если вот такие порывы у них бывают. Иногда бывают, наверное, невидимые порывы. Водопровод должны запустить через неделю. Необходимо закрутить последние болты и очистить трубы. И тогда, обещают власти, долгожданная вода польется из кранов во всех домах в Плиево без перебоев. Шарадат Хулхоева, Асхат Белакиев, Новости 24. В Минсельхозе Ингушетии объявили прием документов на получение грантов «Агростартап». Средства выделяются на софинансирование части затрат, связанных с реализацией проектов создания и развития КФХ. Документы в Министерстве по новой форме господдержки АПК будут принимать с 31 июля по 13 августа. Гранты выделяются в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Более 400 молодых и амбициозных ребят подали заявки на участие в 10-м по счету форуме «Машук», который пройдет с 9 по 30 августа. Уже по традиции в Пятигорске. Мастер-классы от знаменитых гостей, встречи с представителями власти, спортсменами, защита проектов и внушительный приз. Программа, как всегда, будет насыщенной. Участники от Ингушетии уже представили свои проекты региональным экспертам. В Минобразовании республики прошел отборочный этап, так называемый предмашук. Присутствовала и наш корреспондент Диана Дударова. Регистрация уже пройдена, проекты на руках. Осталось только презентовать свои работы и заполучить путевку на Северокавказский форум. На этой встрече, которая проходит под девизом «Предмашук», всех кандидатов объединяет одна цель – вдохнуть в жизнь свои проекты. И у каждого из участников нет сомнений, что именно их презентация значима для общества. С нами будут работать психологи, которые будут поддерживать детей также и в плане психологическом плане. Один из возможных участников предстоящего форума, Али Чахкиев, уверен, что очередной его проект будет оценен по достоинству. С каждым этапом прохождения на участие в форуме он знаком хорошо, ведь уже успел 3 раза побывать на Машуке и даже выиграть грант. Идея его социального проекта заключается в поддержке детей из малоимущих семей при подготовке к ЕГЭ. Такое неравнодушие к уровню образования в регионе не случайно. Али преподает историю в старших классах, и у него уже есть команда, готовая помогать малообеспеченным школьникам. В то же время Али не считает эту помощь безвозмездной и надеется, что подопечные в будущем оправдают вложенный труд и принесут пользу республике. Основная масса детей, которые не могут сдать ЕГЭ и остаются без баллов, это те дети, которые являются малоимущими или дети-сироты, у которых нет возможности
дополнительного образования и дополнительно нанять себе репетитора. Мой проект и моя команда, мы в общем целом хотим дать им понять, что они действительно могут что-то в этом мире, и инструмент такой – это знание. Уже имея опыт за спиной, особого волнения Али не испытывает, что не скажешь о других кандидатах, которым доведется побывать на Мушуке впервые. Тем не менее, их работы не уступают в оригинальности. Саид Гальмиев пришел на сегодняшний отбор с доброй миссией – помочь трудоустроиться людям с ограниченными умственными способностями. Считает, что такие люди особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке. Саиду 21 год и уже успел открыть собственное кафе, где, убеждает, готовит самый вкусный кофе в республике. Идея его проекта в том, чтобы обучить баристике людей с особенными умственными способностями. К форуму готовился основательно. На руках рекомендательные письма психологов, готовых поддержать, и договорился с заведениями общественного питания. Они рады нанять бариста, который готовит такой же вкусный кофе. Как бы в это мало не верилось, но все же я думаю о таких людях, которые... У меня соседи такие есть, которые умственно отстали. И я всегда смотрю на моего соседа, и мне всегда его жалко. И я понимаю, что в республике не один такой человек, и мне хочется как-то поддержать их, помочь им, дать им какую-то помощь, поддержку. Я хочу, чтобы они работали, чтобы они были в обществе и всегда наслаждались этой жизнью. Кандидатов, которые примут участие в форуме «Машук», отбирают региональные эксперты. Они будут сопровождать участников до самого последнего этапа их выступления. Главные критерии отбора – краткая аннотация, актуальность, профессионализм, масштаб реализации и другие. Признаются, что многое зависит от правильной подачи проекта. Не раз случалось, что стоящие идеи не удалось претворить в жизнь только потому, что их не смогли презентовать должным образом. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это помочь участникам правильно расписать свой проект по основным критериям. То есть мы будем говорить, как нужно выступать, как правильно расписать, какие-то тонкости, нюансы. В любом случае здесь есть региональные эксперты, на Машуке есть федеральные эксперты, к которым участники в любое время могут подойти, проконсультироваться, и мы им в любом случае поможем. Молодежный форум традиционно проходит в Пятигорске с 2010 года. Машук стал площадкой для открытого диалога и общения с северокавказской молодежи. Впрочем, последние 3 года в нем также принимают участие активисты со всей страны, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. В рамках форума проходит образовательная и культурная программа и защита проектов участниками. Также участие принимают представители власти, именитые спортсмены, деятели культуры. А в 2018-м своим вниманием почтил молодежь и президент России Владимир Путин. В этом году 10-й форум по счету стартует 9 августа. Участники от Ингушетии будут представлять свои проекты во всех 3 сменах. Первая смена у нас квота 80 человек, вторая смена у нас квота 65 и третья смена 95. Итого в общем 240 человек. Отбор, конечно, будет проводить с нашими федеральными и с региональными экспертами. Будет, конечно, очень сложно, так как зарегистрировавших у нас около 450 человек. Проекты всех участников отличаются друг от друга и преследуют разные цели. И, пожалуй, схожесть их волонтерской деятельности проявляется в общем желании – принести максимальную пользу людям. А полный список кандидатов, которые представят республику на юбилейном форуме «Машук», определят 30 июля. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24. А на заседании Оргкомитета энергосвязи региона обсудили подготовку к Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе ярче». Фестиваль стартует по всей стране с 1 августа и будет проходить до 30 октября. К нему присоединятся во всех регионах. В нашей республике мероприятие отметят 17 сентября. Фестиваль планируется провести в Назране в формате праздника для всей семьи с приглашением руководителей различных органов власти Ингушетии, организаций, образовательных учреждений, центров культуры и спорта. Комитетом разработан проект плана подготовки